Словие с Азаматом Саитовым. Добрый день! В прямом эфире уфимской радиостанции «Эхо Москвы» авторская программа «Послесловие» студии Азамат Саитов. За звукорежиссерским пультом Никита Полянин. Напоминаю для наших подписчиков в социальных сетях, что радиоэфир также транслируется в Ютьюбе в прямом доступе, в Фейсбуке. Итак, мы начинаем. Две главные темы минувшей недели – это вести с фронтов всемирной пандемии и, как ни странно, обсуждение начавшейся с понедельника на канале «Россия» телепремьеры сериала «Зулейха открывает глаза», поставленной по одноименному роману молодой писательницы Гузель Яхиной. Поговорим сегодня на вторую тему, забудем хотя бы на ближайший час это слово – коронавирус. Итак, сериал по роману Гузель Яхиной. Молодой писательнице несказанно, считаю, повезло. Телепремьера проходит в те дни, когда большинству россиян из-за режима самоизоляции приходится просиживать долгие часы перед домашним экраном. Но в то же время автору судьба преподнесла неприятный сюрприз. Показ сериала «Зулейха открывает глаза» пришелся на тот период, когда россияне в основной своей массе крайне раздражены вынужденным затворничеством в домашних стенах. Оттого часть негатива в виде нелицеприятных отзывов досталась и телепремьере. Кстати, истые театралы, ровно как и любители современной прозы, уже знакомы с романом Гузель Яхиной, написанной 5 лет назад. Напомню, еще в ноябре 2017 года состоялась премьера спектакля «Зулейха открывает глаза» на сцене Башкирского академического театра драмы имени Мажита Гафури, удостоенного позже высшей всероссийской премии «Золотая маска» в одной из номинаций. Мой сегодняшний гость – главный режиссер Башдрама, заслуженный работник культуры республики Айрат Абужахманов. Приветствую и вас. Здравствуйте. На что тогда, Айрат, в 2017 году роман Яхиной открыл глаза лично вам, коль взялись за его театральное воплощение? Эта премьера состоялась в 2017 году, мы взялись еще раньше. Где-то, за 2 года начали уже... Да, роман был написан в 2015 году, как раз из-под пера вышел, и вы тут же сразу и уже... Да, я, когда в Казахстане ставил спектакль, я его прочитал, начало, даже книги тогда еще не было, я прочитал в интернете, потом дочитал, и с Гузель Яхиной познакомился, связался, она приезжала в Уфу 2 раза. Один спектакль «Черноликий» она посмотрела в Москве тоже на «Золотой маске» и сказала, что она доверяет нашему театру роман. И с этого момента началась работа. Что открыло, да? То есть уже тогда молодая писательница Яхина была весьма требовательна тому, кто будет ставить в первом исполнении, в театральном исполнении ее будущий роман, да? Да, но так получилось, что мы первые. Мы могли бы быть не первыми, если бы вот Искандер Сакаев, тоже наш земляк, режиссер, работающий сейчас в Питере, он тоже полюбил этот роман, и он тоже хотел его ставить, но в Татарстане, но ему там не разрешили. Вот. Да, мы первые, и, получается, мировая премьера состоялась именно в Башкирском театре, это первая постановка. Вот лично меня и нас, что затронуло в первую очередь, это, конечно же, вот эта суфийская легенда о птицах, о том, что они искали царь-птицу, который будет их и наказывать, и прощать. То есть она обладала бы полной властью над ними. И искали эту птицу, и в итоге они не нашли, и в итоге поняли, что они есть, каждый сам внутри эта птица, которая может и миловать, и это. То есть какая-то вот эта тема отказа от вертикали. То есть от авторитарности. Мне кажется, роман сам-то... то есть понятно, что про раскулачивание, это все фон, 30-е годы, слом хребта крестьянства.
Но мне кажется, это о масштабах авторитарности. То есть Зулейха в деревне, в своей семье, то есть то же самое испытывала в маленьких масштабах. И вот эта упыриха, это, в принципе, то же самое, что Сталин потом, да, попав с раскулаченными на север, она просто попала в те же самые условия, только в масштабах уже не семьи татарской, да, а в масштабах страны нашей советской. Вот аналогию упыря и Сталина это вы сами для себя когда мы обнаружили? работали... Или как-то это просквозило в общении с Яхиной? Упыриха, она же безмерно любит своего сына, и поэтому она может кого-то миловать, невестку репрессировать, да, наказывать, и также по огромнейшей любви Иосифа Виссарионовича к своей стране шли и репрессии тоже. Ну, то есть, тут понятие любви, оно такое, вот авторитарной любви, она всегда будет репрессивна. Почему? Потому что тут только два критерия. Сделал хорошо поощрение, ты не угоден, наказание, репрессия, да? Вот. И мне показалось, что Зулейха, это почему актуально мне показалось, это что-то новое, это будущее, это какая-то вот, как сказать, женская такая позиция, когда это все, горизонтально. Это по принципу грибника такого, грибницы, то есть и опята, сыроежка. То есть какой бы ты ни был, всем будет место под солнцем, да, то, что ты думаешь не так, как я, это не говорит о том, что, ты не имеешь права так думать. Вот один из отзывов критиков тех лет, я процитирую с вашего позволения, спектакль не иллюстрирует роман напрямую, а передает его дух, сверхзадачу и боль автора. Вот если согласны с таким мнением, то в чем дух, на ваш взгляд, в чем сверхзадача и какую такую боль Гузель Яхиной вы уловили после прочтения первоисточника? Да, у нас вот в театре постановка, она, то есть если в кино называется экранизация, то есть то, что написано в романе, вплоть до достоверности костюмов, стараются экранизировать. А в театре слово иллюстрация, она, как, можно сказать, такое ругательское слово, такой моветон. То есть в театре иллюстрировать то, что написано, это не принято. Мы создаем в театре продукт, основанный, оттолкнувшийся от романа. На осмыслении текста. Да, и мы поклоняемся не букве романа, а именно, правильно, духу того, что там заложено. Мне показалось, что Гузель Яхина, она же тоже из Казани, и сейчас она в Москве, это, когда роман вышел и разошелся. Почему тоже? Вы тоже из Казани? Нет, как из Зулейха. То есть, вот что я имею в виду. Автор, она вышла на новый уровень, на новый масштаб аудитории, да? Тут я поправлю, конечно. Зулейха — это девочка из глухой татарской деревни, а Яхина все-таки это столичная штучка, казанская девчонка. А теперь она мировая девчонка. Ее роман очень много языков, да, переведен. Извините, я вас перебил, конечно, продолжайте вашу мысль. Вот мне кажется, то, что в сериале Чулпан Хаматова тоже похоже, что она из Казани, теперь она актриса, то есть она могла бы быть очень хорошей, крутой актрисой уровня Татарстана, там, допустим, если бы она работала. Сейчас она, конечно, крутая актриса российского и европейского уровня. Вот. Особенно театральные ее эти работы. Тем не менее, к роману. В чем вы согласны, что передает его дух, сверхзадачу и боль автора? Спектакль. Спектакль, мы наоборот... В вашей трактовке спектакль, критик отозвался так, он не иллюстрирует роман, вы как раз начали говорить об этом, а передает просто дух, сверхзадачу и боль автора. Вот боль в чем?
Ну, боль, конечно же, вот то, что и мы пытались, даже намеренно иногда уходили от романа, тоже какие-то использовали документальные тексты, ну, перелом страны, то есть, как сказать, через восприятие, через глаза девчонки из татарской глухой деревни, причем мы именно добивались того, чтобы было ощущение, она вначале даже по-русски плохо понимает, то есть через ее восприятие мы показываем, как... что происходило с огромной страной. И по жанру, вот мне кажется, мы совпали с Гузель Яхиной, мы когда с ней один раз разговаривали в Москве, я ей прямо сказал, я говорю, это же не хроника, это не исторический роман, да, то есть тут есть очень много вопросов, если начать какие-то там, исторические копания. Вот, и мы пришли к мнению, и она тоже сказала, я, говорит, писала страшную сказку, то есть и мы и ставили это как легенду, как какой-то эпос, страшная сказка о огромной стране. Вот. А что вы скажете по поводу того, что сегодня очень многие приводят такую мысль, что, по сути, в романе очень много кальки с романов Солженицына, тех же колымских рассказов Шаламбова? Ну, может быть. Ну, конечно, те и Шаламов, они все это прошли, и как бы... А Яхина, она ведь, она современная, в принципе, да, она не могла в полной мере прочувствовать весь ужас сталинских лагерей, если уж говорить будем так. Да. Если станем на позицию тех, кто смотрит на тот период именно с этой точки зрения. Я пока здесь абстрагируюсь. Я свое мнение, к сожалению, высказать не могу. Это ваш эфир. Да, и вот я к тому же и говорю, что это не документальный пересказ всех ужасов. Это такая легенда. И мне кажется, еще чем так она читателям как-то понравилась, потому что читатель современный, он все равно воспитан так, что да, страшно, но как-то это не так, что вот ты читаешь, и потом вот просто у тебя руки трясутся, а все равно это как бы с надеждой на какой-то счастливый конец. Хэппи-энд. Да. Вот по поводу боли, мне кажется, Зулейха в перспективе она имела такие же шансы стать упырихой, как своя свекровь. В каком случае? Ну, если бы она не отпустила Юсуфа. Она в конце же отпускает своего сына, даже не знает, доплывет он, не доплывет, отпускает. Почему? Потому что тот мечтает быть художником, учиться в Питере. И он сбегает, она помогает ему сбежать. А до этого она кричит, что я тебя никуда не отпущу, потому что на самом деле Зулейха очень много отдала себя на то, чтобы он выжил. И она любит также сильно, может быть, сильнее даже, чем упыриха своего сына Муртазу, и не хочет отпускать, она его присвоила. И вот именно в какой момент, вот многие спрашивают, в какой момент она открывает глаза. Мне кажется, это мое субъективное, что именно в этот момент и она открывает глаза, когда она понимает, что авторитарная любовь, она будет потом, то есть, если бы она не отпустила Юсуфа, она бы его покалечила. Так же, как упыриха Муртазу. Любопытно. Напоминаю, что в эфире авторская программа «Послесловие». Я Азамат Саитов. У меня сегодня собеседник, главный режиссер Башдрамы, заслуженный работник культуры республики Айрат Абушахманов. И мы говорим о двух вещах. О спектакле, который поставил наш театр драмы имени Мажита Гафури в 2017 году, и о идущей в эти дни телепремьере на канале «Россия». Вот, кстати, вот сама Яхина весьма высоко оценила постановку Башдрама. Вот ее слова. Опять цитата. «Мы совпали в главном двух очень важных вещах с режиссером-постановщиком Айратом Абушахмановым. Во-первых, рассказать историю, одновременно национальную и наднациональную. Это, мне кажется, у него получилось очень здорово. Второе, передать отношение к трагедии раскулачивания. Это было сделано, мне кажется, в постановке блестяще. В чем, вот вы согласны с автором Яхиной, в чем, возможно, теперь не совсем? Или вы полностью принимаете до последней запятой ее точку зрения?
Ну, я согласен в том, что мы совпали. На самом деле, ну, это мое кредо тоже такое, что национальный... Мы башкирский национальный театр, мы ставим спектакли, конечно, в первую очередь национальные, но мы не должны ставить спектакли, как вот... Я видел много таких спектаклей, когда ты смотришь, тебя это не трогает, потому что ты не этой национальности. Мне кажется, что именно здесь мы совпали в том, что мы ставили национальную вещь, но которая затрагивает и трогает много людей. Поэтому, наверное, вот так вот она пишет. А по поводу раскулачивания, я не политик, я режиссер, я творческий человек, но когда я изучал историю, когда мы ставили, вот многие сейчас говорят о том, что этот роман и сериал как бы показывают только с негативной стороны вот этот период становления страны советской, да, но как бы факт раскулачивания же был. Факт коллективизации был. Даже Голодомор был. Этого невозможно как бы говорить только, что было все хорошо и все круто. А мне кажется, о таких страницах истории тоже надо говорить, и подрастающее поколение тоже должно знать. Вот. Но здесь вот существует два взгляда. Ну да ладно, не будем дискутировать на эту тему, потому что действительно это политика, а вы, как сказали, не политик. Но вот почему я предыдущий вопрос сформулировал именно таким образом. Вот на сегодняшний день, после показа первой половины телепремьеры, часть отзывов со стороны зрителей, в особенности соседней с нами республики Татарстан, весьма и весьма отрицательно. Мало того, вот часть известных актеров Казанского театра имени Камала, Милюша Шайхетдинова, Айдар Хафизов, Ильтазар Мухаммедгалиев категорически отказались от участия в экранизации «Зулейха открывает глаза». Вот что увидели ваши коллеги при прочтении романа Яхиной, и что не остановило лично вас к первоисточнику? И почему главная героиня в постановке вашего театра башкирка? Или для Башдрама это не было принципиально каким-то важным акцентом? Да, у нас в спектакле ни одного раза не говорится слово «татарка», также не говорится, что башкирка. Понятно, что есть в костюме элементы национального башкирского костюма, но только элементы. Вообще у нас это такой собирательный образ, но не славянский. Как бы не славянка она. Уклада. Да. Насчет, да, когда мы тоже репетировали, мне тоже были звонки из Татарстана, тоже говорили, это ты тот режиссер, который ставишь спектакль про проститутку. Я спрашивал, я искренне, я говорю, про какую проститутку? Ну, про татарскую. А я говорю, а почему она проститутка-то? Ну как, она же на севере, где миллион татар, она что, не могла найти себе мужчину-татарина? Почему она любовь крутит с Игнатовым, с русским? Мало того, сыну потом дает фамилию Игнатов. Я говорю, ну она же ради того, чтобы спасти своего ребенка, это же, как бы такой шаг материнский. Вот, мне кажется, что большая претензия к роману была именно еще из-за первой ее части, которая у нас в спектакле, она проходит как воспоминание только. То есть мы первую часть не ставили не потому, что она именно так вызывает такой отклик, а потому что у нас в Башкирском театре про деревню очень много спектаклей. И ставить спектакль и подробно показывать быт послереволюционной деревни, национальной, татарской, башкирской, у нас уже это не новость. А вот, конечно же, для читателей по России и за рубежом это такая экзотика, это интересно, это вот как там это, даже там она же использует слова татарские, кульмяк, там вот эти вот. Вот, но в этой первой части... Там, в романе используют. Да, в романе, в первой части показывается семья, в которой, конечно же, над Зулейхой, можно сказать, и, не то, что издеваются. Деспотия домашняя. Да, домашняя. Это такой домострой, и муж, и свекровь, они ее эксплуатируют и давят.
И татары, так я говорю, татары, да, увидели в этом, конечно... Ваши коллеги из театра Камала. Не только, еще и писатели, и некоторые интеллигенции. Хотя из театра Камала несколько актеров снялись в этом сериале. Вот Искандер Хайруллин, Ильдар Хайруллин, который играл Муллу. То есть там тоже не все однозначно. Мне кажется, они неправильно немножко восприняли это не как произведение художественное, вымысел автора, да, а как будто бы, то есть там претензия была в том, что вы показываете татарскую мать с плохой стороны. Вот, ну, то есть... Вот по такому же принципу, если рассуждать, то Островский с Грозой, с Кабанихой, да, то это все русские должны были проклясть его, да? Или там Достоевский, что он хочет сказать, что все подростки убивают старушек, что ли? Давайте сделаем так. У нас приближается время федеральных новостей, давайте мы на буквально 2-3 минутки прервемся, а потом продолжим вот этот разговор именно с этой темы. Это авторская программа «Послесловие», и у меня сегодня собеседник и главный режиссер Башдрамы, заслуженный работник культуры республики Айрат Абужахманов. Не уходите далеко от своих радиоприемников. В Москве 13 часов 30 минут. Краткий выпуск новостей в эфире «Эхо». В студии Ирина Меркулова. Добрый день. Жители Владикавказа сегодня собрались на народный сход против режима самоизоляции. Они протестуют из-за потери работы, а также требуют, чтобы власти разъяснили ситуацию с коронавирусом и поддержали людей, столкнувшихся с материальными трудностями, сообщает ОВД-Инфо. На площади Штыба в центре города собрались 1500 человек. Отмечается, что начались задержания. В частности, задержаны 2 организаторов акции – Рамис Черкинов и Арсен Бесолов. Как передает телеграм-канал «Осетия», бойцы ОМОНа оцепили здание правительства республики. Глава региона Вячеслав Битаров вышел к протестующим. По последней информации, на место приехала Росгвардия. Силовики запрещают собравшимся, в том числе журналистам, снимать видео и заставляют удалять отснятое, сообщает МБХ Медиа. Не все российские регионы оказались готовы к противодействию коронавируса, признают в Кремле. Основные проблемы – недостаток мест в больницах, а также нехватка защитных средств и оборудования, так сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что ведется интенсивная работа в каждом отдельно взятом регионе, в том числе с участием федерального центра. В Екатеринбурге у 78 врачей и пациентов городской больницы номер 1 обнаружили коронавирус. Об этом на своей странице в Инстаграме сообщил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. По предварительным данным, источником распространения вируса стал врач. Больница закрыта на карантин. Программа беспроцентных кредитов для выплаты зарплаты будет расширена на средний и крупный бизнес, пообещал премьер-министр Михаил Мишустин. Он напомнил, что сейчас этими кредитами могут воспользоваться малые и микропредприятия. По словам Мишустина, новые меры поддержки граждан и экономики должны заработать максимально быстро. Исполняющий обязанности губернатора Архангельской области Александр Цыбульский выступил против строительства в регионе мусорного полигона ШИЭС. По его словам, на площадке экотехнопарка началась рекультивация. Инвестор должен завершить ее в течение 2 лет. На полигон предполагалось свозить отходы из Москвы. В Архангельской области и в республике Коми прошли многотысячные митинги протеста против реализации этого проекта. Теперь власти Архангельской области намерены исключить его из списка приоритетных. В Москве в ближайшие сутки преимущественно без осадков. Ночью 0 плюс 2 градуса, завтра днем плюс 9, плюс 11. Сейчас в столице плюс 7, атмосферное давление 738 миллиметров ртутного столба. Ирина Меркулова, служба информации, Эхо Москвы. По будням с 8 утра слушайте на Эхе Москвы в Уфе и смотрите в социальных сетях программу «Уфимский разворот». Актуальные новости, интервью и ваши сообщения в прямом эфире. Начинайте день вместе с нами, чтобы быть в курсе событий нашей республики. Каждую пятницу на «Эхе Москвы» вместе с журналистами уфимских СМИ разбираемся в самых актуальных событиях недели в программе «Редколлегия». А веду программу я, Елена Чуркова. Слушайте «Редколлегию» по пятницам после 15 часов.
Телефон рекламной службы «Эхо Москвы» в Уфе. 216 35 99. Будет реклама, будет и эхо. На то мы и партнеры. «Эхо Москвы» в Уфе и региональная Марийская национально-культурная автономия Эрвел-Марий представляют рубрику «Говорим по-марийски». Национальный. Национальный. Национальный костюм. Национальный вургем. Национальный костюм. Национальный вургем. День национального костюма народов Башкирии впервые прошел в онлайн-формате. Национальный вургем кече, пошкартелаште, икмшагана онлайн-форматаште эртен. День национального костюма народов Башкирии впервые прошел в онлайн-формате. Национальный вургем кече, пошкартелаште, икмшагана онлайн-форматаште эртен. «Эхо Москвы» в Уфе и региональная Марийская национально-культурная автономия Эрвел-Марий представляют рубрику «Говорим по-марийски». Послесловие с Азаматом Саитовым. Мы продолжаем работу в прямом эфире. Это авторская программа «Послесловие». Я Азамат Саитов. И у меня сегодня собеседник, главный режиссер Башдрама, заслуженный работник культуры республики Айрат Абушахманов. И мы проводим параллель между постановкой Башдрама в 2017 году «Зулейха открывает глаза» и телесериалом, который идет в эти дни на канале «Россия». И вот как раз мы остановились вот на том моменте, почему ваши коллеги из театра Камала напрочь отказались принимать участие в съемках. Вот как профессионал, в чем вы можете их понять, и как же профессионал, в чем вы с ними не согласны? Ну, мне кажется... Вопрос, конечно, я понимаю, немного неэтично. Я, ради бога, не хотел бы столкнуть вас лбом с вашими коллегами из Татарстана, потому что их точка зрения тоже вполне аргументированная и обоснованная, я считаю. Ну, да, это дело, конечно, каждого. Мне кажется, именно из-за того, что Зулейха татарка, поэтому и вот такое отношение. Я вот думаю... То есть вы полагаете, поэтому к ней предъявили очень высокие требования, к герою, героине этого романа? Мы же вот как, вот мы башкиры тоже, да, вот я не знаю, если бы был роман Зулейха башкирка, может быть, и в Башкирии тоже были бы такие же, ну, как бы такое же отношение, и, может быть, и у нас отказывались. Ну, как бы мы воспринимаем... То есть мы не англичане, которые читают Шекспира и так спокойно относятся к кровавым каким-то деяниям Ричарда III, допустим, да. Мы воспринимаем так, как будто бы это вот мы такие, да. Упыриха плохо написана, она ужасная, деспотичная, и как бы мы воспринимаем так, как бы это как будто обобщение такое, что все свекрови татарки такие, вот такое отношение. Нет, вот а не кажется ли вам, вот вы приводите английскую литературу, в первой части вы приводили Островского, но дело в том, что и в английской литературе, и в русской литературе достаточно много было произведений о судьбах женщин. К сожалению, в Татарстане и у нас в Башкортостане таких романов мало. И поэтому, может быть, поэтому жители двух наших регионов будут достаточно ревностно относиться к изложению вот таких редких, увы, для наших республик книг. Нет? Да, может быть. Я вот читал тоже такие отзывы давно еще, что она не писала на татарском языке, это тоже как бы претензия и минус. Яхиной, да? Да, то, что она татарка, писала про татарку, но на русском языке, и поэтому типа ее так раскрутили,
и что, ну, мы же все любим, ну, то есть мы все верим в заговоры, да, и как бы было такое мнение, что это заговор против татар тоже, против, ну, тюркоязычных, допустим, да. Ну, где-то, может быть, и ревность тоже вот у писателей, может быть, я так думаю. Нет, но если отбросить вот эту конспирологию, пишет она на русском или на татарском языке, но ведь изначально было понятно, что вот почему к телесериалу такое вот отношение, ну, негативное, которое преобладает сегодня в социальных сетях, в частности, может, следовало бы создателям сериала больше времени уделить показу быта деревни, где шло вот это раскулачение, период коллективизации, нет? Ну, не знаю. Слишком быстро киношники ушли из вот из той деревни, и сразу началась вот эта сибириада. Ну да, там даже не то, что быстро, мое видение. Я когда вот репетировал, мне всегда казалось, что мы театр, ограниченные возможностями, и мне всегда было такое ощущение, вот бы кино снять, это все вот так вот подробно, все вот показать. Мне показалось, что там много небрежности вот во всем этом. Телесериале. Да, да. Причем я же знаю роман. Вот для меня пока еще роман, он сильнее. Вот. Хотя Чулпан, мне кажется, она большой молодец, Чулпан Хамматова. Мне кажется, она даже как-то взяла ответственность за этот сериал, и видно, что она очень затрачивается, но мне показалось, что ей не хватил человек, режиссер, который бы ее зеркалил и говорил бы ей, как, что. Потому что актер, он не может адекватно себя видеть со стороны. Даже вот многие звезды, да, за рубежом, они же, снимаясь в кино, нанимают для себя отдельного режиссера по роли, который работает индивидуально только с ним. Вот так. А вот как вам показалось, спектакль театра драмы имени Мажита Гафури и нынешний телесериал — это разные вещи? Абсолютно разные. А в чем их разность? Во-первых, по жанру мы не то есть мы не как сказать, да, мы по роману, но мы больше вкладывали своего авторского. То есть, если так грубо делить, мое мнение, что у нас более авторское, у них более попсовое, вот так. Как бы законы сериала, наверное, они требуют такого, чтобы все смотрели, чтобы там дома сидели, там, я не знаю. Вот. Я не знаю, не думаю, что авторы и создатели телесериала, так сказать, имели в виду, что как раз нашу страну и всю планету охватит пандемия, и что люди будут привязаны к домашнему телеэкрану. Да. Конечно, вряд ли это они учитывали, но тем не менее, вы считаете, что телесериал, он все-таки больше сделан на потребу публики? Да, я так думаю. Да, это не такой сериал высокоинтеллектуальный, это мелодрама про такую вот сложную любовь. Причем рассчитана именно на женскую аудиторию, которая, как правило, смотрит этот сериал. Да, женская аудитория более сопереживает, чем мужская, да, конечно. Потому что книгу-то воспринимали не по гендерному, скажем, отличию. Да, но вот у нас на премьере первые 2-3 дня я даже испугался. Полный зал женщин был тоже. А потом уже мужчины тоже появились, их жены, наверное, притащили. Вот. А еще, мне кажется, тоже такое кардинальное различие в том, что мы, когда делали спектакль, мы пришли к тому, что вот название «Зулейха открывает глаза», как бы все же ждут, где она откроет глаза свои. И вот, то есть это все связывает только с ней. А на самом деле, там же не написано «Зулейха открывает свои глаза», да? Вот мне кажется, «Зулейха открывает глаза», мы трактовали, что она всем открывает глаза. А вы на этот счет не говорили с автором? А что она имела в виду? Что она вкладывала в этот код открытия глаз? Автор, вот с автором, мне кажется, бесполезно разговаривать. Почему? Потому что, автор,
То есть автор, то, что он пишет, то, что у него рождается, он не всегда может анализировать для театра, как бы вот так. То есть мы делаем все равно продукт, ну, то есть спектакль, оттолкнувшись от автора. То есть у нее, свой. скажем так, вот, если я вас правильно понял, у Яхина нет театральное мышление. Больше киношный, потому что она, я так понимаю, это вообще это было задание для ВГИКа сценария. То есть вначале она писалась как историю я сценарий. знаю, да. И вот она очень хитрая по конструкции вещь, она и сложная в том числе. Она так хорошо читается, и ты видишь все, но когда начинаешь это делать, всегда... В театре. Вот как «Мастер и Маргарита». Я еще не видел ни одного спектакля, который был бы круче, чем то, чтобы взять книгу и прочитать. Вот в эти дни многие критики высказывают свое отношение не только о сериале, но и о самом романе, коль мы заговорили о книге. Вот одно из мнений, я опять процитирую, потому что я в данном случае тоже полистал мнение. И вот Вадим Черкунов пишет: книги, подобные «Зулейха открывает глаза», конечно, имеют право на существование. По сути, перед нами заурядная беллетристика, написанная более-менее сносным для нынешней беллетристики языком. Но беллетристика любительская, по-простому графоманская. Вот конец цитаты. Вот тогда объясните мне, пожалуйста, человеку далекому от мира мельпоменной, вот почему тогда ваш спектакль до сих пор кассовый? Тема востребованная, или уж у Башдрамы было иное прочтение благодаря вот видению драматурга Ярослава Полинович? Или и у вас в результате вот этого тандема с Полиновичем у вас получилась иная «Зулейха»? Ну, естественно, спектакль, он с инсценировщиком, он отличается. Вот меня тоже очень много, когда мы на фестивалях участвуем, сравнивают, и всегда вот роман и спектакль, ну, как бы кладут на весы. И кто-то говорит, что спектакль круче, чем роман даже, кто-то говорит, что роман круче, чем спектакль. Но мне кажется, это два самостоятельных произведения. И не только спектакль популярный, но и роман же тоже популярный, очень. Он переиздавался, и тираж огромный. Да, на 3 десятках языков она уже переведена, книга. Да. Я не литературовед, я не могу до тонкости все, анализировать, качество романа. Но для театра это, особенно для нашего национального театра, мне кажется, я когда выбрал этот материал, одним из первых, я, поступил еще не только как, режиссер хороший, да, но еще как менеджер очень такой дальновидный. Почему? Потому что такого материала очень мало. И мы попали в точку. А вам льстит, когда вот сравнивают роман и ваш спектакль, или вы хотели бы уйти вот от такой сравнительной оценки? Я до выпуска спектакля очень нервничал, вот честно. Я просто я злился на людей, которые говорили: когда же премьера, мы прочитали роман, нам он так понравился, мы придем посмотреть на вашу премьеру. Такой же он или не такой? Я понимал, что придет зритель со своим спектаклем в голове, да, со своим произведением, и они уже сформировавшимся мнением. Да, они же прочитали, и у них уже картинка есть, и они полюбили, и у них идеал в голове, да. Я понимал, что они придут и начнут сравнивать. Вот, и мне очень хотелось уйти. Мы с коллективом, с актерами всегда разговаривали на тему, о чем мы как театр, о чем мы, о женщине, которая, в бане моет свою свекровь, и ей очень плохо, или все-таки мы про страну. И вот эти две темы, они как-то вот у нас шли. И в итоге получилось так, что... Конечно, вот это странный жанр у нас получился. Конечно, можно было совсем уйти от романа, сделать самостоятельное произведение, совсем не похожее, и сказать, что мы
тоже, ну, как бы не слабее автора Гузель Яхина, мы тоже создатели, да. Но это, мне кажется, нельзя было делать, во-первых, потому что и мы бы без зрителей остались, да. У нас получился такой микс. Все равно какой-то экскурс по роману идет в спектакле. То есть все знаковые моменты романа, они как-то отражены в спектакле, хоть и спектакль идет 2,5 часа. Это очень короткий срок, да. Есть такой экскурс, но при этом это не иллюстрация, еще раз говорю, это осмысление и своим языком попытка донести то, что хотела Гузель Яхина. Вот. А вот если, скажем так, систематизировать все мнения ваших зрителей, театральных зрителей, вот как бы вы сегодня, сводный такой ответ дали бы, как восприняли люди именно спектакль? Угу. Вот даже это как лакмусовый... Даже те, кто читал роман. Вот. Мы 2 раза его показывали в Казани. Полный аншлаг Камаловского театра, 800 мест. И мы очень, конечно, волновались и боялись, что будут свистеть там, кидать что-нибудь, помидоры. Но это было удивительно, что Казань приняла наш спектакль. И мало того, до коронавируса, когда у нас здесь в Уфе шел этот спектакль, даже появилась такая мода. Из Казани на такси собирались зрители, приезжали в Уфу. Даже так? Да, они заранее онлайн покупали билеты, приезжали в Уфу, смотрели спектакль, гуляли по Уфе, ужинали и уезжали обратно в Казань. То есть этот роман в Татарстане тоже очень любят. Роман или спектакль? Роман, то есть они же ехали на спектакль после романа. Вот так, да? А в Казани тоже спектакль очень хорошо прошел, даже на международном фестивале «Навруз» показывали. И вы, по-моему, собирались, помешал вам этот режим самоизоляции, по-моему, в Пермь. Пермь мы съездили, мы не успели Челябинск, Йошкар-Олы, Чебоксары, Ижевск повторно, а так в многих городах по России уже проехали. Но вы все равно собираетесь с гастролями в эти города? Да. А вы не боитесь того, что люди, которые увидели к этому времени уже телесериал, возможно, не так будут встречать сам спектакль? Я не знаю, это всегда, такой, невозможно прогнозировать, рецептов нету. Надеюсь, что это разные вещи, потому что многие пишут и в Фейсбуке, и критики театральные, что, как-то спектакль даже, больше нравится. Это Вот понимаете, в чем дело? Вы своим спектаклем, который вы поставили 3 года назад, сделали очень неплохой рейтинг предстоящему сериалу. Но не получится ли обратная вещь, что телесериал оттолкнет людей от и романа, который, скажем, еще не был прочитан многими, и вообще от самой Зулейхи? Такое возможно, предугадать не получается. Я всегда тоже и актерам говорил, скоро выйдет сериал, и наш спектакль перестанут смотреть. Я о том же. Но странно, Пушкинский фестиваль в Пскове проходит, и на днях буквально, сериал идет же, но наш спектакль пригласили на фестиваль, но фестивали сейчас, отменены. Онлайн. Я, кстати, ошибся. Я хотел не про Пермь сказать, а про Пушкинский фестиваль. Да. Пригласили, да. Но пока его отложили. Театральный зритель, он немного другой же, чем сериальный зритель. Он более как-то по-другому воспитан вкусово, эстетически. Мне кажется, все-таки спектакль... Да и театр не умрет, и спектакль не умрет. Хорошо, глядите, я уже упоминал имя Полинович. Скажите, пожалуйста, что конструктивно нового своего внесли лично вы, как режиссер-постановщик, и что внесла Полинович? Насколько вы изменили композицию романа? Мы добавляли факты исторические времен как раз это раскулачивания. Потом по ГУЛАГу тоже какие-то факты добавлялись.
был внесен, одна сцена была крупная такая во втором акте, это Иконников разговаривает с художником о том вообще, ну, как бы, о механизме вот этого раскулачивания, почему это так. И в романе этого нет, мы это у Дадамяна взяли. Дадамян это? Это, ну, к сожалению, покойный, это был профессор, преподаватель в ГИТИСе по истории. Вот. И там о чем говорится? О том, что у Сталина, ну, как сказать, вот эта фраза ему же принадлежит: или мы догоним, или нас сомнут. То есть пятилетки, да, вот эти. Мы отстали от передовых стран на столько-то лет, на 100 лет, да. То есть у него какой был выбор? Как можно было догнать? Один вариант – развивать легкую промышленность, продавать на это, закупать станки, развивать тяжелую промышленность. На это как раз-таки ушло бы 100 лет где-то. Это не подходило, потому что надо было быстро. Потому что война вторая, это с Германией, она как бы все равно висела. Рано или поздно она, ну, должна была начаться. И второе – продавать ресурсы. В то время что продавала наша страна? Да? Чуть-чуть нефти, картины с Эрмитажа. Там, это... Хорошо, давайте все-таки к спектаклю вернемся. Вот, это вот наклонные декорации, это чья придумка была? Художник Альберт Нестеров. Многие зрители именно вот этот нюанс тоже отмечают в положительную сторону, что как-то при сравнительно таком подчеркнуто скудном декорационном фоне вот эти наклонные вот эти вещи, они сыграли одновременно и ситуацию и в поезде, и ситуацию и в Сибири. Даже ведь и вначале вы показали и татарскую деревню. Да, как воспоминание Зулейхи, который едет уже. А исходя из каких вот соображений вот именно вот такая декорация родилась? Мы, конечно же... Как объяснял вам художник свою мысль? Ну, с художником работа происходит вот так вот. Это, ну, как бы что-то он предлагает, что-то режиссер предлагает, потом обсуждается. Но ведь получилось удачно. Да, мы очень сильно в это время как бы зазернились на сюрреализме и на том, что в тоталитарном режиме вот эта вот теория, что все спят, Зулейха там как раз-таки упырих все время кричит, что ты постоянно спишь. И в вагоне, когда она едет, она тоже постоянно спит. И вот эти вот концы, они, с одной стороны, это звезда, там 5 вот этих углов. Это звезда, которая, вот если бы ее подняли высоко в небо и сбросили, она упала на землю и разбилась. И вот она всеми концами разлетелась. То есть нам казалось, что мы до сих пор в этой звезде живем, мы до сих пор ну, как бы не перелистнули эту страницу никак. Мы не можем сказать, что такое было. Хорошо, вот если спросить вас так, вот как бы вы назвали жанр вашего спектакля, в отличие от романа, в отличие от телесериала? Ну, наверное, страшная легенда, страшная сказка. Страшная сказка? Да, да. То есть по роману это ведь не страшная сказка. По фильму тоже не страшная сказка. Да, ну да, вот мне кажется, по фильму этим-то и режиссер немного проигрывает. Возникают очень много почвы для споров, потому что сразу же подключаются какие-то вещи, которые, факты какие-то. Ну, детализация, конкретика, да, исторические факты. Да. И здесь уже телесериал однозначно проигрывает, то есть у него есть слабые места. Да, есть. А они больше по реалистичному, соцреализма там много. Понятно. Вот глядите, вот в одном из последних интервью Гузель Яхина не исключила, что, возможно, напишет продолжение романа, хотя до этого она отрицала, в котором одним из главных героев станет повзрослевший сын Зулейхи. Хотя нынешняя реакция телезрителей, может быть, и заставит ее передумать, не знаю. Но, тем не менее, если случится такое, и появится новое творение Яхиной, то Баждрам возьмется за его театральное воплощение.
Ну, это, во-первых, надо будет, конечно, прочитать в первую очередь. Во-вторых, она мне рассказывала, что у нее была эта задумка. И вообще, и этот роман она хотела начинать так, что пожилой человек приезжает туда, на берег Ангары, и идет, находит могилку, и начинает за ней ухаживать, потом садится и просто начинает вспоминать. Это пожилой мужчина из Европы, это и есть ее сын, который вернулся. Вот. Насчет сериала, мне кажется, происходит сейчас очень хорошая вещь. Мне кажется, рейтинги очень высокие. Вот этот вот Мирхольд говорил: пусть хвалят, пусть ругают, лишь бы не молчали. Мне кажется, что вот эти вот скандалы, это все это работает. На рейтинг? Да, люди не молчат, они обсуждают, есть противоположные мнения. И мне кажется, что... Ну, то есть я внутренне и Гузель Яхину поддерживаю, и Чулпан Хаматова. К режиссеру есть вопросы. Вот так. То есть не исключает, что если вдруг будет продолжение Зулейхи, то Баждарам, возможно, прочитав это продолжение, возьмется за его театральную постановку. Да, возможно. То есть вы этого не исключаете? Нет. Хорошо, я, конечно, хотел задать еще много разных других вопросов, но, к сожалению, наш эфир заканчивается. Я благодарю вас за то, что вы ознакомили нас своим видением образа Зулейхи. Я надеюсь, что телезрители и зрители ваших постановок сами вынесут для себя свое суждение. Еще раз спасибо. На этом мы завершаем наш прямой эфир. Прощаемся с вами. У нас был главный режиссер Башкирского театра драмы Айрат Абушахманов. Мы на этом говорим вам до свидания. Всех благ.